Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Женеве завершился 52-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах, которые по традиции проходят при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, участвовали представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США. Абхазскую делегацию на этом раунде переговоров возглавлял заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. В нее также входили заместитель руководителя администрации президента Саида Будба, заместитель председателя СГБ Заал Хварцкий, депутаты парламента Рауль Лолуа, Астамур Логуа и Лаша Ашуба, а также сотрудники МИД Абхазии. Напомним, что женевские дискуссии по Закавказью являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Медведева-Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. Также стоит подчеркнуть, что обсуждение на этой площадке ведется в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и гуманитарной проблематики. В рамках переговоров в Женеве абхазская и юго-осетинская сторона настаивают на необходимости подписания с Грузией юридически обязывающих соглашений о неприменении силы. Россия поддерживает такой подход и готова выступить гарантом обязательств о неприменении силы. Тбилиси же требует таких обязательств от России, то есть, по сути, Грузия пытается игнорировать Абхазию и Южную Осетию как стороны конфликта, что является одним из самых деструктивных факторов женевских встреч. По сообщению МИД Абхазии, и на этом 52-м раунде женевских дискуссий внимание было сосредоточено на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. Представители Республики Абхазия предложили новый вариант текста устного совместного заявления, однако грузинская сторона вновь отказалась реагировать на очередное предложение абхазской стороны, поэтому ключевому вопросу повестки дня значится на сайте МИД. Также известно, что в очередной раз поднимался вопрос о разблокировании работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты в городе Гал. Напомним, что механизм по предотвращению и реагированию на инциденты был запущен в 2009 году и подразумевал под собой проведение ежемесячных встреч для решения возникающих споров и инцидентов. Была создана круглосуточная горячая линия связи. В работе механизмов участвовали представители местных структур, отвечающих за правопорядок и безопасность, включая российских военных и пограничников, а также мониторинговая миссия ЕС в Грузии и миссия ООН в Галском районе. Работа данного механизма на сегодняшний день не осуществляется, и вопрос возобновления этой деятельности неоднократно поднимался, однако так решен и не был. О том, какие еще вопросы поднимались в ходе женевских дискуссий и к чему пришли дипломаты, мы побеседовали с главой абхазской делегации на 52-м раунде дискуссий в Женеве, заместителем министра иностранных дел Абхазии Ираклием Тужба. Ираклий Вахтангович, расскажите, как прошел 52-й раунд женевских дискуссий? Как вы знаете, женевские дискуссии проходят в рамках работы двух рабочих групп. И в этом смысле 52-й раунд не отличался от предыдущих. У нас две группы. Одна занимается вопросами безопасности и согласования текста совместного заявления о международных гарантиях неприменения силы. Это, пожалуй, ключевой вопрос для всего процесса. А другая группа занимается вопросами гуманитарного характера, связанными с свободой передвижения, с образованием, с доступом к медицинскому обслуживанию и рядом других. Если говорить о первой рабочей группе, то, как мы уже сообщали, на этом раунде мы предложили для рассмотрения всем участникам новый вариант текста совместного устного заявления о международных гарантиях неприменения силы. Но, к сожалению, в очередной раз по вине одного из участников, в частности, грузинских участников, нам не удалось согласовать текст этого заявления. Я хотел бы немного раскрыть скобки. Дело в том, что на данном этапе речь идет о согласовании устного текста заявления,
который ляжет в основу дальнейшей подготовки и подписания уже непосредственно соглашения о неприменении силы. В этом смысле у нас такой двухэтапный процесс. Но вот мы, к сожалению, долгие годы не можем согласовать даже устный текст этого заявления. Хотя мы наиболее близки были к принятию совместного устного заявления в 2017 году, когда мы предложили текст заявления. Хочу сказать, что он носил абсолютно, можно сказать, нейтральный характер, был сформулирован с учетом интересов всех сторон, но при всем при этом после долгих консультаций, которые проводила грузинская сторона, в частности, глава грузинской делегации вынужден был связываться с руководством в Тбилиси по телефону на протяжении нескольких часов. Мы ожидали какой-то реакции, но после долгих и продолжительных бесед с руководством грузинские делегаты вернулись за стол переговоров и сообщили нам неприятную новость о том, что они опять в очередной раз не готовы принять этот текст заявления. Это было в 2017 году, повторюсь, когда мы были наиболее близки. Сейчас, в принципе, тот текст, который мы предложили, по нашему мнению, он также был возможен для принятия всеми участниками, но грузинская сторона категорически отказывается принимать любые заявления. Проблема заключается в том, что на самом деле женевский формат носит, если можно так сказать, достаточно размытый характер, он не имеет четких очертаний. Единственным правовым документом, на основании которого действует этот формат, это соглашение Медведева-Саркози, о котором все знают, и в частности 6-й пункт этого соглашения, который гласит о том, что необходимо создать международные гарантии для безопасного и мирного развития Абхазии и Южной Осетии. Вот в соответствии с этим 6-м пунктом и весь этот женевский формат действует. Проблема заключается в том, что помимо вот этого 6-го пункта у нас нет никаких других регламентирующих документов, которые бы четко определяли, кто являются сторонами конфликта. Это ключевой вопрос. И в этом смысле грузинская сторона, пользуясь этим обстоятельством, пытается исказить действительность и переформатировать грузино-абхазский и грузино-юго-осетинский конфликт в такой российско-грузинский контекст. Грузинские участники настаивают на том, что данный документ должен быть подписан между Россией и Грузией, соответственно. Естественно, с такой постановкой вопроса категорически не согласны абхазская, осетинская, юго-осетинская и российская делегации. Вот в этом, в принципе, основной камень преткновения, который не позволяет нам продвинуться вот в самом ключевом и важном вопросе повестки дня. Если говорить о других вопросах, то ключевое внимание в своем выступлении мы обратили на очень серьезную для нас проблему, связанную с наращиванием военного потенциала Грузии, с регулярными учениями, которые проводятся на территории Грузии по линии НАТО и США. Мы регулярно выступаем, вы знаете, Министерство иностранных дел Республики Абхазия выступает с заявлениями, в которых обращает особое внимание на все эти процессы и призывает всех международных посредников приложить усилия для того, чтобы эти процессы прекратились. Но, к сожалению, мы видим, что к нашим призывам никто особо не прислушивается. Мы на этом раунде достаточно серьезно этот вопрос подняли, и в частности мы обратились даже не к грузинским оппонентам, а больше к американской делегации, так как мы считаем, что именно Соединенные Штаты провоцируют рост напряженности в нашем регионе, потому что Соединенные Штаты являются главным военным партнером Грузии, который вооружает, оснащает грузинскую армию. И мы считаем, что вся ответственность за последствия, возможные последствия подобного рода действий ложится в первую очередь на Соединенные Штаты, о чем мы озвучили в ходе раунда. С чем связано прекращение работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты? И что вы можете сказать по этому поводу? Рассматривался ли этот вопрос? Механизм прекратил свое существование. Он, вернее, не прекратил свое существование, он был приостановлен по нашей инициативе. Мы его приостановили
в одностороннем порядке. Дело заключалось в том, что значит, грузинская сторона начала активно продвигать на всех международных площадках, в том числе и в рамках работы МПРИ, так называемый санкционный список Атхазория Татунашвили. Вы знаете, грузинский парламент принял несколько лет назад этот список, в который вошли более 20 граждан нашей республики, среди которых видные общественно-политические деятели нашей страны. Эти люди сейчас находятся под определенными санкциями, в том смысле, что они не имеют возможности передвигаться по странам Европы, странам Запада, потому что могут быть подвергнуты каким-то санкциям. Мы, честно говоря, не до конца понимаем, о каких санкциях идет речь, то есть это личные, персональные санкции, либо какие-то другие, но тем не менее Грузия, мы знаем, обратилась в различные европейские и международные институты, в том числе, насколько нам известно, в Интерпол. И поэтому это создает угрозу для наших граждан, которые, повторюсь, являются видными общественными деятелями в нашей республике. Естественно, мы не могли не реагировать на эти процессы, и мы заявили о том, что в рамках МПРИ мы не готовы обсуждать политизированные списки, которые представлены Грузии. МПРИ – это формат, который, это часть Женевского формата, формат, который предполагал обсуждение вопросов, касающихся прежде всего Галского района, связанных с безопасностью, со свободой передвижения, с различными другими аспектами, но, по нашему мнению, список Атхазория Татунашвили никак не подпадает под эту категорию. В связи с этим мы заявили о том, что мы прекращаем работу МПРИ до тех пор, пока грузинская сторона не откажется от этого списка. Ну, как вы знаете, грузинская сторона продолжает активно продвигать этот список во всех международных документах, которые принимаются. Недавно был принят документ, есть так называемая комиссия комиссия партнерства ЕС-Грузия. Вот в рамках этого партнерства, в рамках работы этого комитета был принят документ, в котором также упоминается список Атхазория Татунашвили. Ну, естественно, все это нас очень беспокоит, и мы вынуждены как-то реагировать. Хочу сказать, что, к сожалению, у нас не так много ресурсов на международном уровне, учитывая нашу специфику. Вы знаете, что нас долгие годы не допускают к участию в работе профильных комитетов Организации Объединенных Наций. Грузия там продолжает выдвигать резолюцию по беженцам, которая принимается без учета мнения абхазской стороны. Но мы исходим из того, что все эти документы носят абсолютно ангажированный характер, так как основаны на информации, предоставляемой исключительно одной из сторон конфликта. Ну, естественно, ни о какой объективности в данном случае речи быть не может. Вот. На данном этапе, значит, что касается МПРИ, мы заявили о своей готовности возобновить формат МПРИ. При этом мы попросили наших коллег, сопредседателей, передать грузинским участникам наши пожелания относительно того, что мы готовы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, касающиеся Галского района, но никак не список Атхазория. То есть, если будут какие-то реальные вопросы, которые будут представлять интерес для абхазской стороны, мы готовы возобновить работу этого формата и продолжить эту работу. Но пока что, честно говоря, мы не услышали никаких разумных предложений. Просто нас призывают возобновить работу без четких предложений относительно повестки дня. Поэтому, честно говоря, пока что этот процесс в замороженном состоянии находится. Мы знаем также, что на женевских дискуссиях есть группа по гуманитарным вопросам, и в этот раз вы поднимали вопрос использования национальных паспортов для передвижения по миру. Расскажите об этом. Да, действительно, это очень важная проблема для нас. Вы знаете, что мы проводили небольшое такое исследование, если можно так сказать. По нашим оценкам, порядка 30% наших граждан, в основном речь идет о молодых людях студенческого возраста, имеют в наличии исключительно абхазские национальные паспорта, то есть являются гражданами Абхазии. Ну, вы хорошо знаете, что большая часть нашей страны также обладает вторым гражданством, российским, и российский паспорт дает возможность нашим гражданам передвигаться по другим странам. А чего не скажешь вот об этих молодых людях, которые по разным причинам не смогли получить второе российское гражданство и имеют в наличии только абхазский паспорт. И, соответственно, они лишены каких-либо возможностей передвигаться по миру. Они лишены возможности
обучаться в различных европейских или других вузах. У нас были случаи, когда нужна была экстренная медицинская помощь, высококвалифицированная помощь, которую, к сожалению, мы не могли оказать на территории нашей республики. И то есть эти люди не могли выехать за пределы Абхазии и получить подобного рода помощь. То есть такие проблемы существуют, и мы эти проблемы регулярно поднимаем и просим наших европейских и американских коллег обратить на это внимание и просим разработать, что ли, комплекс мер для того, чтобы можно было преодолеть этот кризис. Хочу вам сказать, что в мире существует практика, когда страны, не являющиеся членами ООН, имеют возможность передвигаться по миру по своим национальным паспортам. Ну, из таких ближайших примеров это, наверное, Косово, это Северный Кипр. Что касается Косово, значит, несколько крупных европейских стран, в частности, Испания, Греция, Словакия и ряд других, они не признают, до сих пор не признают по своим внутренним причинам, не признают независимости Косово, но при этом они дают возможность, они приняли решение ставить визы в паспорта, национальные паспорта Республики Косово, и то есть косовары имеют возможность передвигаться по этим паспортам по европейским странам, невзирая на отсутствие признания и установления дипломатических отношений. Аналогичная ситуация существует с Северным Кипром. Есть прецеденты, когда в том числе и британцы, и Соединенные Штаты, и власти Соединенных Штатов ставят визы в национальные паспорта Северного Кипра. Речь идет о Северном Кипре. И граждане этой республики также имеют возможность передвигаться. Вот мы обращаем на все эти моменты внимания и просим наших европейских и американских коллег пойти для решения этого вопроса по аналогичному пути и дать возможность вот тем людям, которые имеют на руках исключительно абхазские документы, признать эти документы. Есть такая практика. В английском языке это называется travel documents, то есть документы для передвижения. Это не говорит о том, что страна признает независимость, одна страна признает независимость другой, но это говорит о том, что страна дает возможность передвигаться по этим документам. Вот об этом мы просим наших партнеров. Скажу вам честно, пока что мы не видим какого-то желания решать вот этот очень острый гуманитарный кризис. Мы именно так его оцениваем, хотя наши коллеги постоянно пытаются обращать внимание на какие-то наши, скажем, недочеты, которые бывают периодически, но при этом, в свою очередь, сами не готовы решать те проблемы, которые стоят у нас очень остро. Я думаю, как хорошо вы знаете, в нашем обществе очень часто критикуют женевские дискуссии, говорят, что они безрезультативны. Что бы вы на это ответили? Вы знаете, да, действительно, и в обществе, и в определенной части нашей политической элиты существует такое разочарование этим процессом. Хочу сказать честно, откровенно, на самом деле ждать каких-либо серьезных подвижек по политическим аспектам, которые стоят в повестке дня, я думаю, не стоит. В ближайшей перспективе мы на это не надеемся. Я уже выше говорил, в чем суть проблемы, да. То есть отсутствие четких очертаний этого процесса, отсутствие зафиксированных сторон конфликта создает возможности для грузинских оппонентов переводить акценты в другую плоскость. Вот в результате этого мы не можем продвинуться по политическим вопросам. Но при всем при этом хочу сказать, что мы дорожим этим процессом, так как надо понимать, что все-таки это единственный международно признанный формат, в котором Республика Абхазия наравне участвует со всеми другими наиболее крупными, авторитетными международными организациями и странами. Напомню, что в этом процессе помимо нас участвуют в качестве сопредседателей представители Европейского Союза, представители Организации Объединенных Наций и ОБСЕ,
а также на уровне стран, это Российская Федерация и Соединенные Штаты. То есть, в принципе, у нас, если мы лишимся этого формата, у нас больше не будет других возможностей, чтобы как-то наравне участвовать с представителями этих крупнейших стран и организаций и доводить хоть как-то свою позицию по тем или иным интересующим нас вопросам. И в этом смысле этот формат для нас очень ценен. Но хочу сказать, что есть и позитивные направления в этом формате. Тут, прежде всего, конечно, речь пойдет о гуманитарных вопросах. Ну, например, мы имеем возможность в рамках, в том числе, работы второй рабочей группы, решать вопросы, связанные с той помощью, которую нам оказывают международные организации. Вы знаете, что у нас действуют различные агентства ООН и другие структуры, посредством которых, вот в том числе в рамках борьбы с ковид, в нашу республику было завезено большое количество различных медикаментов, расходных материалов, дезинфицирующих средств, защитных средств. Это достаточно большие суммы фигурируют в этом процессе. У нас также существуют проекты, которые направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку фермерских предприятий в нашей республике. По линии этих проектов приобретается различного рода дорогостоящее, в том числе сельхозоборудование, которое дает возможность нашим крестьянам, производителям увеличивать, скажем так, свое производство. Есть также проекты в области здравоохранения, вот в частности ЮНИСЕФ организация, по линии ЮНИСЕФ у нас проходит детская вакцинация. Хочу сказать, что это вакцины, считающиеся одними из лучших на сегодняшний день, признанные ВОЗ, сертифицированные, и эти вакцины у нас абсолютно бесплатно, то есть во всех поликлиниках дети могут прививаться и пользоваться этими вакцинами. Ну, то есть существуют проекты, которые представляют для нас интерес, и в этом смысле мы, в том числе в рамках женевских дискуссий, имеем возможность обсуждать эти темы и предлагать какие-то новые решения. Так что в этом вот позитивный момент. Ираклий Вахтангович, спасибо, что вы ответили на наш вопрос. К другим новостям. Одним из самых заметных событий прошедшей недели стал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Он прибыл с рабочим визитом в город Гуйлинь, где провел переговоры с китайским коллегой, министром иностранных дел Китая Ван И. Как обозначено на сайте МИД России, во многом визит был приурочен к 20-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанному президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Цзян Цзимином в Москве в июле 2001 года. По словам Лаврова, тот договор, цитата, заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими сторонами отношений нового типа всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношений, вступающих в новую эпоху. Такое заявление сделал российский министр на пресс-конференции для китайских СМИ. Сторонние наблюдатели также отмечали, что визит главы российской дипломатии в Китай прошел аккурат после неудачных переговоров США и Китая на Аляске. Многие усмотрели в этом особый посыл, знак того, что, окончательно рассорившись с Америкой, Китай явно намерен дружить с Россией, ведь судя по тому, что демонстрируют китайские и российские дипломаты, отношения двух стран находятся на пике сотрудничества и взаимопонимания. Развитие отношений России и Китая не нацелено против каких-либо других государств. Наши отношения спокойные, свободные и честные, сказала Хуа Чуньинь в ответ на вопрос, специально ли визит Лаврова в КНР был организован сразу после переговоров на Аляске, которые стали настоящим дипломатическим скандалом. Сразу же после того, как госсекретарь США начал свою приветственную речь в очень категоричной форме, китайская делегация дала довольно жесткий отпор и заявила, что США не может претендовать на то, чтобы представлять собой все международное сообщество. А также китайские дипломаты были возмущены нарушением дипломатического этикета, попытками выставить за двери прессу и в целом обвинили американскую сторону в плохом гостеприимстве. Безусловно, на этом фоне визит министра иностранных дел России в китайский город Гуйлинь, проведенные там переговоры и пресс-конференции явно сигнализировали о том, что все идет по намеченному плану.
Это, пожалуй, все новости, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.